Приятно с вами встретиться в этот такой вот утренний зимний день. Холодно. Вы знаете, кстати, в такой вот холод, когда снег начинал идти, я училась в 10 школе, и вот когда первый снег шел, мы всегда поднимались на фуникулер. Потому что на фуникулере он особенно виден, и всегда виден вот этот белый город. И я вообще сюда прихожу, всегда вот наблюдая вот этот пульс города, нашего города, родного города, здесь как-то ощущается по-другому. Да, Когда весь город на ладони. Вообще вот этот город стал для вас родным? конечно, наша столица. Я все свои молодые годы, начиная с 2010-2011 года, начал свою работу именно в Сухуми, в Абхазском государственном университете начал преподавать. Потом постепенно перешел на работу в Министерство экономики, в Государственный таможенный комитет. И уже, наверное, больше 12-13 лет я каждый день нахожусь в Сухуми. С недавнего времени я переехал в Сухум, уже больше года здесь живу. Поэтому для меня это тоже родной город. Это наша столица, наше лицо. Вы знаете, когда я вот сюда вот поднимаюсь уже в последнее время, кстати, я хожу иногда пешком, знаете, на фуникулер поднимаюсь, это такое. Хорошая привычка. Да, да, да. Давно не делала, но сейчас вернусь, я думаю, будет теплее, вернусь к этому своему хобби. Я вот так вот наблюдаю, сейчас-то вот отсюда уже все видно, и вот иногда вот задумываюсь над тем, как может измениться наш город в свете вот последних э, событий, которые вот, что касается очень много сейчас разговоров о застройке, и все эти проблемы связаны именно с незаконными застройками. И мне будет, конечно, жаль очень. Ну, не то, что жаль, это будет, я думаю, просто как что-то невозвратно мы будем, облик города изменится, и это уже будет не тот Сухум, о котором мы говорим. Что вы думаете? Ну, вообще это зависит от той модели развития, которую мы с вами выбираем. Вот та модель развития, которую нам навязывали последние годы, это связано с большим количеством апартаментов, многоэтажных строений. Это, на мой взгляд, не наш путь. Потому что даже если смотреть на нашу столицу, она мне напоминает город Ниццу, вот прибрежье юг Франции. Если мы здесь застроим все большими крупными объектами, на первом этапе это кого-то привлечет, но потом в перспективе все это будет только вызывать отторжение. Мы как раз должны сохранить свой исторический облик в городе Сухум в первую очередь, потому что город Сухум это что такое исторический облик, историко-архитектурное наследие? Это вообще архитектура, это застывшая история. Соответственно, когда мы разрушаем объекты историко-культурного наследия, возводим вместо них бетонные стеклянные коробки, то мы отказываемся от своей собственной истории. А что привлекает людей, если мы даже вот рассматриваем с точки зрения развития туризма? Обратите внимание, что жители вот этих больших новостроек, небоскребов, они спускаются с них, садятся в самолеты, платят огромные деньги и улетают в те страны, где вот история сохранена, где небольшие домики, где небольшие ресторанчики с историей 150-200 лет. Это привлекает людей. А стекло и бетон можно найти везде, и в Москве, и в Нью-Йорке, где угодно. Как раз мы и должны развивать то, что есть, сохраняя свою историю, свой исторический облик. Именно вот этот путь развития мне близок. Да. И поэтому мы, в принципе, выступали против апартаментов. Конечно, это и демографическая составляющая, когда Абхазию пытались заселить больше, чем 100 тысяч иностранных граждан. Это одна сторона. Ну и вторая сторона, что мы потеряем свое историческое лицо. Тогда какой смысл? То есть чем мы будем отличаться от всех остальных? Для меня это очень важно. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить свой исторический облик. Отрадно отметить, что здесь уже несколько исторических зданий восстановлено с помощью наших меценатов. Это нужно продолжить с помощью государства. Здесь недалеко открылась галерея. Очень, я, к сожалению, еще не посещал, но смотрел видеоматериалы. Я очень рад, что такие инициативы они проявляются. И все больше и больше нужно этому способствовать. Такие культурные центры. Конечно. Абхазия должна стать культурным центром, центром духовного обогащения. Понимаете, есть же, даже если мы говорим о развитии туризма, мы должны понимать, что туризм тоже разный бывает. То, что море, солнце, шашлык, это одна история. Это не наша история.
Мы как раз должны делиться с миром своей культурой, Мгм. своими обычаями. У нас богатая культура. Если взять наши обычаи, Апсура, это универсальная культура. Посмотрите на нашу историю. У нас за весь период нашей истории не было ни одного межэтнического, Мгм. межконфессионального конфликта. То есть наша культура Апсура, она настолько универсальна, что она может вовлечь в себя все религии. Вы наверняка, как и все граждане Абхазии, неоднократно попадали на мероприятия, где проводятся обряды в наших родовых селах, Мгм. где сидят христиане и мусульмане за одним и тем же столом, и все подчиняются вот этим традициям Апсура. Это на самом деле очень большое богатство, которое мы недооцениваем. И это богатство должно проявляться в поведении людей, и в архитектуре в том числе, в отношении к старшим, в отношении к своей природе. Это все, вот все это Мгм. вместе и составляет наш культурный код. И мы ни в коем образом не должны от этого отказываться в погоне за какими-то быстрыми деньгами. Как Мгм. правило, история показывает, что быстрые деньги, они всегда потом имеют очень плохие последствия. Меня, кстати, упрекают в том, что я там где-то учился, где-то был, где-то ездил. Но это Я вообще просто не понимаю, что в этом плохого, но это глупая как глупость на можно самом его деле. представить? Вот. Мы как раз ездим, смотрим, изучаем международный опыт для того, чтобы самое лучшее, что есть в мире, привлечь сюда и сделать Абхазию самой лучшей развитой страной. Самое главное, чтобы наши граждане оставались хозяевами на своей земле, и именно они, наши граждане, были богатыми людьми. То есть это ключевой момент. Это самое главное, да. Кстати, от Гура Мирановича мы отходим вот к этой галерее, про которую вы говорили. Вот эта галерея. Аллада. Ладно, да. Да. Она сейчас, правда, пока закрыта, то можно было бы посетить, конечно. Тут это вот наши молодые художницы недавно вот открыли. Я, кстати, была на... Обща, очень Да, талантливая. и Диана. Да, и здесь проходят, кстати, еще и лекции очень Да? интересные. Да, очень интересные. Я вот пару лекций тоже посещала. Вот, кстати, этот вот перекресток, да, вот наш тоже исторического города. И вот это вот вилла Лаизи, которая сейчас Знаменитая вилла. реставрируется. Да. Да. Вот вы, кстати, говорили про культурный код. Кстати, один политолог вот недавно после вот этих событий, которые были в ноябре у нас, он давал интервью, и вот там был такой вот вопрос, журналист, она спрашивала, вот, почему вообще, что вот абхазам дает такое, что, вот, что их сохраняет? Потому что нас вот постоянно вот лихорадит, причем это не только в последнее время, а вообще исторически. И мы все равно вот сохраняемся, мы пока еще стоим на своей земле, мы еще корнями вот здесь. Вот. И он, кстати, вот тогда и сказал, что именно потому, что у них уже, у абхазов, это очень важный момент, он сказал, что это сформирован вот этот культурный код, чего нету даже у каких-то больших народов. Вот вы тоже с этим согласны? Я с этим абсолютно согласен, потому что у нашего народа, несмотря на нашу малочисленность, очень серьезный потенциал, культурный, духовный. Я говорил выше о наших обычаях Апсура. Наш культурный код можно описать одним словом, это свободолюбие. Мгм. То есть вот это стремление к свободе, несмотря на все тяжелейшие испытания, через которые прошел наш народ, вот это пламя свободолюбия никто не смог погасить. И это именно то, что нас проводит через тяжелейшие испытания времени. Если взять историю периода, когда были князья, период, когда в России отменили крепостное право. Вы помните, по этому поводу здесь было восстание, потому как, когда людям объявили, что вы уже не крепостные, наши люди оскорбились, что мы никогда не были крепостными. Не было. То есть князь и анхаве, ну, если прямого перевода этого слова нет, ну, как говорят свободные крестьяне, Анхаве всегда был свободным человеком. Он мог подойти к князю и выразить свою точку зрения. И верхние сословия, так называемые, они всегда учитывали мнение граждан, то есть мнение простого крестьянина, абхазца, потому что был для всех единый общий кодекс поведения, Апсура, чести, достоинства. И любой, кто нарушал его, вне зависимости от его статуса и ранга, он порицался в обществе. И вот это то, что мы обязаны сохранить, воспитать наши будущие поколения,
с высоким чувством гордости за свою историю, за своих предков. И это гарантия того, что абхазский народ будет успешно развиваться и в будущем тоже. Вы знаете, у меня вот есть такой вот ответ на этот вопрос, я не знаю, согласны ли вы с этим. У Баграта Щункова есть вот стихотворение великолепное, сейчас не помню, как оно называется, о деревце, о маленьком деревце, которое стоит в скале, которое выросло в скале. И вот ветра, ураганы, оно продолжает стоять. И ответ на то, почему оно еще стоит, и почему оно огромная скала, это маленькое деревце. И стихотворение заканчивается такими словами. Ахра агуамов, ахра ял яз, ахра яла солпадац. Я думаю, это как раз вот о нашем народе. Да, да. Вы согласны? А вы сегодня это чувствуете? Вот Я это наш дац, он еще вот... Конечно, крепко чувствую. стоит? Вот даже эта выборная кампания ярко показала всему миру, что абхазский народ очень сильный. Вы же все являетесь свидетелями того, какое беспрецедентное давление оказывается на Абхазию. Да. Практически все средства массовой информации работают на то, чтобы, скажем так, поддержать одного из кандидатов, навязать мнение о том, что именно такой выбор надо сделать. Но, тем не менее, вы видите, результаты первого тура показали, что абхазский народ, он не подвержен всему этому давлению. Я абсолютно уверен, что и результаты второго тура голосования, они будут более неожиданными для многих тех, кто так считает, что так можно относиться к абхазскому народу. Мгм. Ну, нас, знаете, нас покоряли, нас депортировали. И все-таки мы еще остались и даже создали свое государство. Да, действительно, вы правильно сказали. Мы защитили свою государственность в 1993 году. Но возврат к своему корню, возврат к тем духовным силам, которые оберегают нашу землю, он еще до конца не произошел. Я осмелюсь это сказать. Алпхахамаза от бежных азхчо. Вот связь с нашими предками, связь с той духовной силой, которая оберегает наш народ, она в последний период времени немножко потеряна. Наша задача как раз соединить наш народ с той силой, которая оберегает нашу землю. И для этого нужно вести себя соответствующим образом. Отказаться от коррупции, отказаться от вот той несправедливости, которая в нашем обществе сегодня навязывается. Как только мы вернемся к своим обычаям, к своим традициям, а наши традиции и обычаи, как я уже говорил выше, это не какой-то анахронизм. Это универсальный кодекс, который позволяет в современном мире быть очень конкурентоспособным. Даже если с точки зрения развития экономики к этому подходить, но вот кодекс Апсура как нельзя лучше подходит к экономическому развитию Абхазии. То есть, если мы себя будем вести правильно, справедливо, честно, ведь всегда было такое понимание, что абхазец не обманывает. Апсуа амци гадзом, апсуа дричсом, абхазцы не предают. Это же все описано в наших новеллах, все это описано в нашей истории. Соответственно, нам нужно просто вернуться к этой модели. Тогда, если даже взять, переложить это на экономическую модель развития, это все то, что сегодня является наиболее ценным. Возьмите, например, страны, которые наиболее привлекательны с инвестиционной точки зрения. Что там больше всего ценится в этих странах? Что там все справедливо, что там нет коррупции, что там не воруют, что там не обманывают, что данное слово, вот, например, в ряде стран есть в рамках законодательства есть такое понятие, что если устно ты сказал, и есть люди, которые это могут подтвердить, это такой же имеет законную силу, как контракт, который ты подписал. А это напрямую соответствует нашим обычаям и традициям. Соответственно, если мы, это еще Владислав говорил, если мы будем жить так, как нам завещали наши предки, то у нас и экономическое развитие будет такое, правильное, справедливое экономическое развитие. Не так, чтобы одна кучка коррумпированных чиновников и их родственников богатела, а весь народ в нищете был. Кстати, мы раз начали с набережной, это одно из таких вот мест знаковых, молодежных. Вы здесь когда-нибудь бывали? Да, бывал. Я тоже, хотя уже человек не молодой, но прихожу, здесь очень хороший кофе. Да. Кстати, бывает, мне нравится. И вообще вот такие вот места, они вот сейчас вот их уже, они стали такие популярными и становятся вот таким центром
когда молодежь приходит? К сожалению, таких заведений не было в наше время. Мы в основном собирались на улице, э, Мгм. просто на улице собирались, общались. В Гудауте послевоенное время, если не изменяет память, было, по-моему, одно заведение, но мы туда не ходили, потому что у нас, естественно, не было денег. Но хочу сказать, что на новом районе в Гудауте, где мы росли, там было одно заведение, «Комфорт» называлось кафе. И отец одного из наших друзей вот это заведение организовал. И он нас постоянно туда заводил, чтобы мы не стояли на улице, все нам обеспечивал нам условия и так далее. То есть мы там проводили время. Но в основном на улице общались, тогда послевоенное время. А сейчас, конечно, у молодежи больше возможностей. И такого рода заведения, они привлекают молодежь уже новое такое. Ну, кстати, вот за всю вот вашу вот предвыборную кампанию я знаю, что очень много молодежи к вам приходило. Да, И задавали очень много вопросов. да. Вот что их вот больше всего интересовало? Вот это чаяние молодежи. Вообще ваш посыл предвыборной вашей, всей вашей кампании, это вот за будущее наших детей, за Да. наше будущее. Вот какой посыл вот вы чувствовали вот от молодежи? Самая главная наша цель — это воспитать молодежь. Пройдет время, вырастет новое поколение, которое уже будет совершенно по-другому мыслить. И к большому счастью, сегодня мы это видим. Наша молодежь прекрасная, патриотичная, они любят свою свободу, они ценят свое государство, они за свое государство готовы биться. И это они неоднократно демонстрировали. Наши идеи им близки, потому что мы за сохранение суверенного, независимого государства. Когда мы говорим про молодежь, мы часто говорим о том, что это наше будущее. Да, это правда, но это и наше настоящее. У меня была встреча в Абхазском государственном университете. Здесь, в городе Сухум, мы проводили большую встречу с молодежью. Вот те вопросы, которые ставили молодые люди, то есть никто из них не говорил о том, что там какие-то бытовые вопросы. Они переживают по-настоящему за вот эти большие вопросы. И большие дела, по-настоящему большие дела, мы сможем сделать только опираясь на нашу молодежь. Вот знаете, я абсолютно бываю счастлива, когда я вижу каких-то ребят молодых, которые достигают каких-то успехов, я не знаю, в культуре, в спорте, в науке. И вот этот вот момент, это да, когда я каких-то вот таких ребят наших вижу, вот абсолютный момент счастья вот для меня. Вы тоже такого вот испытываете? Конечно. И это при том, что особо им никто не помогает. То есть со стороны государства Да. особого внимания молодежи никто не уделяет. Даже в этих условиях наши молодые люди достигают невероятных успехов. Поэтому если государство все-таки развернуть в сторону молодежи, эффект будет колоссальный. Я абсолютно в этом уверен. А, конечно, когда мы видим нашу прекрасную молодежь, которая достигает определенных успехов, это гордость. И любой нормальный человек, который переживает за свое государство, за свой народ, он эти успехи воспринимает как свои собственные. Центральное место набережной, да, перед администрацией президента. Здесь и вот этот памятник Махаджирам, и сама набережная Махаджиров. И вот эта тема, о которой мы с вами говорили. Вообще, знаете, мне кажется, что вот в свете вот этих последних событий, вот 31 мая вот сюда вот должны будут, да, прийти наши чиновники. Я не знаю, кто уже будет тогда, в день этой памяти. И вообще, с какой вот совестью можно сюда прийти, когда сегодня, вот я, например, лично восприняла это так, как вот за 30 лет никто не оспаривал самое главное право, которое у нас было, это право общения с нашими братьями. Вот я вот это восприняла, что это посягательство было вот на это право, на которое никто не пытался даже посягнуть за эти 30 лет. И все, что и с Барасом произошло, и с другими нашими соотечественниками, которых не пустили на голосование и заявить свою волю, я не знаю, как мы дальше будем вот эту ситуацию разруливать. Ну, во-первых, нужно понимать, что это, к сожалению, к большому сожалению, все эти процессы не без участия наших некоторых чиновников происходят, потому как это делается в пользу одного из кандидатов и той группы людей, которые его поддерживают.
затрагиваются такие пласты, Мгм. такие темы, которые, как вы правильно отметили, за 30 лет новейшей истории Абхазии никто эти темы не трогал, наоборот, поддерживали. Мгм. Сейчас вот в этой политической борьбе стали затрагиваться и эти темы тоже. Это большая проблема, которая оставит серьезный след в нашей истории. Нужно думать головой, когда такие вещи, Мгм. такие вопросы поднимаются. Что касается Бараса Куджба, это молодой, талантливый, перспективный гражданин Абхазии, которым мы все гордимся. И вот то отношение, которое было к нему, я вас уверяю, я общаюсь много с молодежью, и наша молодежь, практически вся наша молодежь, отношение к Барасу Куджба, она приняла на себя. То есть все вот это действие, оно экстраполировалось на всю нашу молодежь. Теперь я задаю вам вопрос. Те люди, которые действуют таким способом для достижения каких-то конкретных политических задач, краткосрочных политических задач, думают ли они о будущем? Думают ли они о том, что будет через 10, через 15 лет? Я абсолютно уверен, что они об этом не думают. М. Это касается не только Бараса, это касается и вопросов межэтнических наших отношений. Вы посмотрите, что произошло. По сути, в результате всех этих непродуманных действий подставили практически всю армянскую часть нашего населения. Мгм. И сегодня вы в социальных сетях наблюдаете, какое острое идет противостояние на этнической почве. Такого никогда в истории Абхазии не было. Я выше говорил о нашем кодексе Апсура, который включает в себя сосуществование, комфортное сосуществование всех культур, религий, национальностей в рамках одного социума. И те люди, которые посмели вот эти пласты сдвинуть ради достижения каких-то конкретных, еще раз говорю, коротких задач, это очень недальновидные люди. Они совершили колоссальную ошибку, потому как вне зависимости от исхода голосования 1 марта, и эти проблемы, которые сейчас созданы, решать мы будем уже годы вперед. Потому что вот та ненависть, которая сейчас в обществе внутри происходит, она искусственная. Ее создали специально или не специально для того, чтобы достичь какой-то политический результат. Но, к сожалению, не подумали о последствиях. И это очень страшно, потому что если взять вот тот политический истеблишмент, который заявляет о себе как о некой элите, которая должна здесь править, вот они 20 лет находились все у власти, и до военный Мгм. период они находились у власти, и дальше собираются быть у власти. Сейчас они уже своих детей вырастили, они хотят передать им эту власть. То есть вот эта кучка людей, которая ведет Абхазию, абхазский народ не в том направлении, они, по сути, разрушают наше будущее. Мгм. Вот я говорил, обращаясь к кандидату в президенты Гунба, чтобы он выступил, потому как это делается в его пользу. Мгм. То есть это поддержка его кандидатуры вот такими методами. Он должен был, он обязан был выступить и сказать, что это неправильно. Но он, к сожалению, не смог этого сделать. По всей видимости, есть определенные условия, да. Ну и ваша протурецкость тоже понятно, на кого была уже рассчитана. Ну, а это вообще, конечно, даже смешно обсуждать, что якобы кандидат в президенты Арзамба, про там турецкий агент и так далее, это тоже нарратив внедряется в общественное сознание только лишь для одной цели. Опять же, ну, достичь политических результатов. Все в Абхазии знают, что нет Мгм. никаких протурецких, каких-то гюленовских агентов. Это все в Абхазии знают. Если мы таким образом себе позволяем говорить в отношении граждан, если кто-то извне такое себе позволяет, тогда как все абхазское общество знает, что это Мгм. неправда. Мгм. А они думают о том, что доверие к ним, как к источникам информации, полностью пропадает. То есть все то, что они будут потом говорить и вещать, это тоже будет подвергаться сомнению здесь, в Абхазии. Об этом нужно думать. Но об этом, к сожалению, как вижу, уже мало кто думает. Я
приведу в пример. Вот есть известная русская поговорка: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Мгм. И вот все, что происходит, я именно так и расцениваю. По всей видимости, Мгм. была поставлена определенная задача, но исполнители этой задачи, вот они как раз в рамках вот этой поговорки себя и ведут, понимаете? Наломали столько дров, Мгм. что это еще очень много времени понадобится, чтобы это все урегулировать и привести в порядок. А как нам завтра здесь сосуществовать, в том числе и с нашей армянской общиной, с армянской диаспорой, которая практически в 100% поддержала одного из кандидатов? Такого никогда не было. Это явно не демократический выбор, это навязанный выбор. Если даже взять за основу тот факт, что кто-то поверил в то, что Адгур Арзама является, скажем так, протурецким, да, если даже кто-то в это поверил, армянская часть населения, то что произошло тогда с кандидатом в президенты Барцец, кандидатом в президенты Аршба, Хурхумал? Почему тогда не проголосовали за него? Соответственно, здесь есть что-то другое, правильно? Людей просто заставили пойти и проголосовать за одного из кандидатов. Тогда как другая часть общества проголосовала за другого кандидата. Вот вам открытое межэтническое противостояние, которое мы пытаемся сейчас, общаясь с людьми, остановить горячие головы, потому что ситуация выходит иногда из-под контроля, люди выражают недоумение, общаясь там на местах, в селах, в деревнях. К сожалению, руководителя армянской общины в Абхазии нет, хотя я считаю, что он должен был здесь находиться в эпицентре, собрать всех нас, представителей армянской общины, сесть, поговорить, объяснить и так далее, и так далее. Но его здесь в Абхазии нет, по всей видимости. Он тоже заложник какой-то ситуации. Кстати, когда мы говорим все-таки о власти, вот мы тут стоим перед администрацией президента. Вы знаете, я в последнее время вот здесь вот даже прохаживаюсь, так останавливаюсь и вот пару минут все-таки наблюдаю вот за вот этим зрелищем, да, за ну, там основы какие-то остались этого забора. Просто уже просто смотрю и созерцаю, и это вот самое главное такое красноречивое свидетельство того, что никакая власть, она не вечна. Да. И все приходящее. И уж точно на штыках ты э, меньше всего продержишься. Ну, Тем более в Абхазии. если возвращаться к этому забору, Мгм. которого, к счастью, уже нет, Мгм. остались только вот какие-то остатки, напоминающие об этом, Мгм. то это, конечно, позорная страница Страница. нашей истории. Мгм. Это позор. Ограждать себя забором с пиками от своего собственного народа, это как раз апофеоз той политики, которая проводилась последние 5 лет. И, к сожалению, сейчас они хотят Мгм. продолжить все это. Вот эта группа, небольшая кучка вот этих Мгм. вот людей. Но мы не позволим. Мы не позволим вернуться тому, что было последние 5 лет. И огораживать себя от своего собственного народа с забором. И не только забор. Ведь вы же помните, как силовые структуры себя вели, Мгм. когда к одним строгость закона, на одних строгость закона распространялась, а другие делали все, что угодно. Мгм. Вот как раз мы против этой несправедливости. Закон должен работать для всех одинаково. Абхазское государство невозможно строить без справедливости. Мгм. А как может быть справедливо, когда к одним применяется закон, а на других он не распространяется? Когда Мгм. президент огородился высоким забором и проводит откровенную антинародную политику, опираясь только на вот эти силовые структуры. Но результат 15 ноября он показал, что ни один забор, ни одни силовые структуры в Абхазии не помогут. Мгм. Абхазский народ не для того воевал, не для того защищал свою родину, чтобы здесь стать какими-то крепостными у каких-нибудь там князьков. Нет, этого не будет никогда, Рада. Что бы ни было, как бы ни было, хоть вот пускай там на границе кого-то задержат, этого уже не будет. Выросло новое поколение. Вот я здесь стою Мгм. перед вами, мне во время войны было 10 лет. Когда война закончилась, мне уже было 11 лет. Я то государство, Мгм. автономную республики в составе Грузии не помню. Мгм. Я вырос в другом государстве, в свободном независимом государстве. А молодежь, если я
говорю, что я не помню, хотя там какой-то период времени я еще в Советском Союзе прожил. А молодежь и подавно всего этого не помнит. Выросло целое поколение людей, которые не мыслят себя по-другому, как независимое суверенное государство. И вот это как раз является наша главная опора. Есть представители нашего старшего поколения, это ветераны национально-освободительного движения, это интеллигенция, это писатели, это художники, это люди, которые еще в те тяжелые времена защищали наши интересы. Есть огромное количество ветеранов, хотя последние годы пытались их как-то отодвинуть, они все живы. И мы все вместе не позволим никому навязать нам вот эту вот несправедливую модель государственного развития. Абхазское государство будет основано на принципах свободы личности. Это самое главное. Экономика будет развиваться с опорой на наших граждан. Мы не позволим никому навязать модель олигархического типа развития, чтобы здесь кучка людей богатела, а весь народ находился в нищете. А те, кто случайно оказался не на той земле, скажем так, живет там, где кому-то понравилось построить или захотелось построить какой-то мегаполис, его можно легко вышвырнуть и так далее, как это пытались сделать с жителями, которые живут на берегу недалеко от аэропорта. Мы это не позволим никому сделать. Это бесперспективная затея. Так или иначе, здесь как-то принято, да, говорить о политике. О политике. Больше всех здесь может... Да, все можно узнавать здесь. Правда, здесь сейчас холодно, людей не так много. Вот. Сюда приходят и наши пенсионеры, и наши заслуженные деятели разные. Тут вообще здесь... И разные высокие гости. Сюда Да, да, здесь много кого можно встретить. Момент вашей встречи с вашим оппонентом. Это вот сейчас 25 февраля? Да. И вот это вот долгое ваши переговоры, где все сидели, ждали, что из этого получится. В итоге это все закончилось соглашением. Это вот все-таки это была ваша инициатива встречи? Ну, эта инициатива исходила от наших старших, от Союза интеллигенции, Нугзар Логу об этом говорил, и Надар Викторович Чанба, все они об этом говорили, Совет старейшин Аполлон Несторович Дума об этом говорил, приходили по этому поводу Руслан Канович Хаши, Гастамур Таня, очень много кто об этом говорил, и в итоге мы к этому пришли. И на самом деле наша задача объединить народ, объединить людей. Понятно, это политическое противостояние, те ошибки, которые допускаются нашими оппонентами в ходе избирательной кампании, мы о них говорили выше, но как бы то ни было, это тоже наши люди. В них течет наша кровь, это наши братья. Любой гражданин Абхазии – это наш родной человек. Вне зависимости от национальности, от вероисповедания, это все наши граждане, наша семья. Вы же не будете выгонять из дома своих детей за то, что они там что-то сделали не так. Это ваши дети. И глава государства именно так должен ко всем относиться. Поэтому я пошел на этот шаг для того, чтобы как-то снизить накал внутри Абхазии, потому что все-таки я считаю, что нужно провести выборы спокойно, тихо, без разного рода эксцессов. Мы там имели возможность поговорить много о чем. Много о чем. То есть есть информация, которая, как я понял, не располагает мой оппонент. Я до него довел все то, что происходит в отношении наших граждан. И все то, что происходит как бы в его пользу, для него, на самом деле это ему вредит. И в будущем это ничем ему не поможет. Это все... Ну, вы все-таки как оцениваете вот эту встречу, вот этот день? Больше положительного в этом? Ну, конечно, положительно. Это какая-то разрядка для нашего общества, когда люди видят, что все-таки возможен диалог. И очень важно еще другое, что те люди, которые за пределами Абхазии находятся, вот эти политтехнологи и так далее, люди, которые все это здесь сейчас пытаются закрутить, они тоже увидели, что все-таки мы здесь в Абхазии можем договариваться между собой без каких-либо всяких медиаторов и так далее, и так далее. Поэтому тоже хороший сигнал мы отправили. Я думаю, что это принесет определенные результаты и пользу, как бы кому ни хотелось. Да. Ну, если возвращаться к так называемым вот этим разговорам на Брехаловке, то шли такие вот разговоры, что за рамками вот этих ваших вот этого соглашения, что были еще какие-то договоренности с оппонентами,
которых вот, ну, общество не было пока их Это представлено. я слышал о том, что якобы кто-то займет пост премьер-министра. Да, речь как Нет. раз идет о том, Об что вам этом предложили. нет, об этом мы не общались, об этом и близко мы не говорили, потому как считаю, что это вообще недопустимо сидеть за спиной народа, за закрытыми дверями, обсуждать Мгм. какие-то кадровые вопросы. Это не мой стиль. Надеюсь, Мгм. что весь мой политический путь уже людям доказал то, что я за спиной своего народа Мгм. никакие вещи не делаю. Это ну, это неправда. Это неправда. Мы такие вещи не обсуждали, и этой темы практически вообще не касались. Главная задача — это стабилизировать политические процессы. Главная задача, которую я ставил перед собой, донести до моего оппонента, что если предвыборная кампания будет продолжаться в таком ключе, как она происходила месяц с небольшим, с участием бесконечного количества разного рода лживых провокаций и так Мгм. далее, а эта ситуация выйдет из-под контроля. Потом, как я уже предупреждал как-то, вот здесь до событий 15 ноября, вы помните, да, я об этом Мгм. открыто говорил, что ситуация выйдет из-под контроля. Потом пеняйте на себя. То же самое я сейчас постарался донести. Если это не остановится, массовые нарушения законодательства и так далее, это все приведет к эскалации, к противостоянию наших людей. Мы в этом не заинтересованы. Адгур Азим и его команда в этом не заинтересованы. Не надо нас провоцировать, не надо провоцировать абхазский народ. Вот то, что происходит в информационном пространстве, никоим образом не стабилизирует политическую ситуацию в стране. Это надо все остановить. Я пользуюсь сегодня этим случаем, тоже обращаюсь ко всем тем, кто генерирует всю эту повестку. Остановитесь, Мгм. остановитесь. Это будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому кадровые вопросы мы не обсуждали, я обсуждать не собираюсь. Это не тот уровень. Я не хочу опускаться на этот уровень, когда идет просто дележка портфелей и так далее. Я никогда на такой уровень не опускался и на выборах 2020 года. Вы помните, я и за все 5 лет я никогда в своей общественной политической деятельности оппозиционной никогда за спиной народа никакие решения не принимал. Вы подписали соглашение, буквально вот, ну, один из таких пунктов важных, да, как общество восприняло, это вот неиспользование административного ресурса, ну, честно провести уже вот эту оставшуюся неделю, да, так можно сказать условно. Но на следующий же день можно сказать, что нарушен был этот пункт Конечно, соглашения. Как к соглашение. этому относиться? Как к этому Какие- относиться? Какие действия вы можете Люди принять в этом? держат свое слово. Как к этому относиться? Они нарушают соглашение, когда министр здравоохранения Абхазии находится рядом с кандидатом в президенты, участвует в его Мгм. агитационной деятельности. Это прямое нарушение, это использование административного ресурса. Мгм. И таким образом они демонстрируют полное неуважение к тем договоренностям, которые у нас будут. Ну, соответственно, и реакция будет уже соответствующая. Вчера Центральная избирательная комиссия сделала заявление Мгм. о том, что кандидат в президенты Гумбан Мгм. нарушает законодательство, Мгм. даже не соглашение, а законодательство. Но это будет иметь Мгм. негативные последствия, к сожалению. Мы хотели сделать так, чтобы все это, остаток времени, который остался до 1 марта, Мгм. прошел в спокойном режиме, Мгм. чтобы граждане Абхазии могли сделать свой выбор без навязывания извне, без использования административного ресурса, без давления. Но, к сожалению, это не произошло, это не происходит. Ну и уже за все последствия, которые будут потом, будет отвечать кандидат в президенты Гумба и его команда. Потому что Мгм. мы со своей стороны никакие пункты соглашения не нарушали. Мы сейчас столкнулись с невиданным давлением. По сути, нам хотят назначить президента. Мгм. Вот что происходит. Да. Если мы один раз в истории Мгм. вот это отношение к своему народу пропустим, то дальше будет ситуация гораздо хуже. О, Здравствуйте. привет, молодежь. Вы со школы? Да. С какой школы? Сада. 5-я? Абсолютно. Молодцы. А 5-я школа, молодцы. Я был на одном из праздников, слышал имя, следил вас, уехал, делал. В каком классе? Ты почему вас? Ну, видишь, как отец сразу обращает внимание.
Hatta şampiyon Сама. Только сама. bana atmıyorsan. Давай. Дай на твою, дай. Включи его, а бросай по Все вроде сделала. Сам красивый. Biraz. Молодцы. Город Сухум — это не только набережная, там историческая его часть. Это вот такой вот район, как и мой родной район, в котором я вот родилась и выросла. Мы у вас на родине. Да, это моя родина. Не все, конечно, здесь привлекает, не все, может быть, глаз радует, хотя многое сделано уже здесь тоже, потому что, сравнивая с тем довоенным периодом, здесь уже есть какие-то преобразования. Тем не менее, это самый густонаселенный район города. Но это не только, тут много районов таких в Абхазии, это и, допустим, там тоже Турбаза, Синоп и так далее. Их развитие инфраструктуры этих районов, какими вы вот видите? Я сейчас расскажу сначала одну маленькую историю про новый район. Здесь до войны жила моя тетя. Мгм. Так как мы жили в Дурипше, а потом уже в Гудауте, ну вот в основном в Дурипше. Мгм. И как-то со всеми детьми мы приехали сюда на новый район к тете. И я вот помню, как сейчас, полный двор людей, очень много было людей, ну для вот детские воспоминания. И ни один человек не разговаривал не то что не на абхазском, даже на русском. Все разговаривали на грузинском языке. Да, ну, А я вырос в Дурипше, то есть для меня это была дикость. Я приехал Магазин концентрации. обратно к себе в Дурипше и спрашиваю бабушки, у дедушки, а кто эти люди, почему они разговаривают? То есть вот такие у меня воспоминания. Ну, что касается нового района, я сам вырос, можно сказать, на новом районе, только в Гудауте. И я примерно эти проблемы, которые есть здесь, они и там такие же. Конечно, мы должны все это привести в порядок. Сегодня в городе Сухум, к большому сожалению, нет ни одной дороги, которая от начала до конца отремонтирована. Это же о чем говорит? О том, что, во-первых, у города Сухум уже 2 миллиарда рублей бюджет. Мгм. Сказать, что нет денег, это неправильно. Просто деньги нужно расходовать с умом, понимаете? Такое состояние фасадов, такое состояние придомовых территорий в 21 веке, это уже просто стыдно. Еще раз говорю, деньги на это есть. Денег у государства достаточно, чтобы это сделать. Поэтому необходимо будет сделать соответствующую программу для того, чтобы единый комплекс, единая программа и здесь, в городе Сухум, особенно на новом районе, и в Гудауте, и в Гагрской зоне, там есть район кемпинг так называемый. Везде, где стоят многоквартирные дома, вот так густо населенные пункты, нужно сделать единую программу, вот придомовые территории привести в порядок, детские площадки, подъезды, подвалы, фасады зданий. Уверяю вас, деньги на это у нас у самих уже есть. Когда меня спрашивают, где взять деньги, я всегда с улыбкой отвечаю, а где взяли деньги для того, чтобы в прошлом и позапрошлом году за переток заплатили 1 миллиард 900 миллионов рублей. Теперь представьте себе 1 миллиард 900 миллионов рублей, если мы потратили бы на новый район. Фасады всех зданий были бы другие, все дороги, тротуары, все, что мы вокруг видим, было бы совершенно новое, детские площадки, вся инфраструктура была бы другой. Да. Деньги-то у нас есть, у нас нет другого, к сожалению, у нас нет государственного мышления, государственного подхода. Да. Здесь, на новом районе, где люди живут, дети растут в таких условиях, понимаете, война уже закончилась, 30 лет прошло, мы росли в таких условиях. Это же все влияет на формирование личности. Когда ребенок во дворе играет, там грязь, мусор, разрушенные какие-то, значит, разбитые окна, неровности, нет детских площадок. Соответственно, и личность немножко по-другому формируется. Это все надо будет исправить. Это на самом деле не так сложно, как многим кажется. Просто нужно повернуться с лицом к своему народу, к своему государству. Кстати, вот этот бульвар, по которому мы идем, вот эта аллея, она была сделана, если я не ошибаюсь, в вашу бытность, когда вы были при власти. Ну, я лично к этому Не никакого имеете отношения отношения, да, не но имею. я имею в виду тот Но период. если это было сделано в тот период, это хорошо. Но это надо сделать еще лучше. Да. Сегодня, вот я сейчас занимаюсь реставрацией своего дома, дедовского дома в Дурипше. Дурипше, Да. ага.
Это старый дом, еще был построен очень много лет тому назад. И мне предлагали его снести, но я отказался от этой идеи, понимая, что огромный труд был затрачен на этот дом. И я посмотрел на те строительные материалы, которые использовались. Это просто была редкость. Почему ставили маленькие окна? Потому что в то время даже окна не было возможности найти их и просто не продавали. Жалко, что такой дом в пластиком. Да, открывать. но, конечно, жалко. Мы там сделаем такой в абхазском стиле, это я вас потом приглашу туда. Но сейчас не об этом речь. Сегодня большое количество строительных материалов, новых технологий. Да. Это все настолько разнообразно, столько всего есть, что можно использовать. Мне очень, честно говоря, мне очень обидно, когда даже вот сейчас вот идет речь с детской республиканской больницей, Да. которую никак не могут завершить. Я вам хочу сказать, в 2019 году лично я бился за то, чтобы этот объект Проект. был включен в инвестиционную программу. Но даже вот я посмотрел сейчас проект, который делают, ну мне просто обидно. Взяли опять вот эту стандартную коробку вот с этими окнами. Ну я вот поражаюсь иногда, ну неужели люди даже интернетом пользоваться не могут? Сегодня современный мир, столько всего, даже цветовая гамма и дизайн, внешний вид. Все равно вы тратите деньги, но сделайте по-современному. Я к чему говорю, что вот здесь на новом районе, вот снег, видите, хорошо пошел. Это Да. вообще большая редкость для Абхазии. Здесь на новом районе, везде по Абхазии, даже вот если мы делаем, нужно делать все современно. Делать так, чтобы это людей привлекало, поднимало им настроение, понимаете? Чтобы жить хотелось просто. Да. Вы знаете, я другую историю расскажу. Вот перед войной, вот здесь вот, если я не ошибаюсь, как раз это вот какой-то один из вот этих вот домов, он был недостроен. Был вот этот случай, если вы помните, до войны, он был, вот, это проблема, вот вы же знаете, абхазы тогда не все имели свои квартиры, очень многие просто снимались, ютились. Иди сюда. Привет. Да, ты хочешь сфотографироваться? Да. Давай я тебя сфоткаю. Давай. Ты моя хорошая. Ты откуда? Гуляла просто? Или куда ты ходила? А, ушло. Все. Давай я вас сфоткаю. Все, я пару раз сфоткала. Давай. Всё. Удачи. Все, застегни. Шнурки застегивай. И дом был, в принципе, захвачен, можно так сказать. Да. Он был еще даже не сдан, он был еще не до конца сделан, там даже лифта не было. Но люди зашли и просто не выходили оттуда. Это когда было? Это было перед войной. Очень много наших семей и среды интеллигенции пошли на такой вот шаг. На такой вот, это был еще Советский Союз, но они на это пошли. Вся проблема вот в жилищной, вот проблема опять Ну, упирается. именно поэтому мы в свою Вот как- программу заложили, Да, вот заложили вопрос. это и по помощь молодым семьям, Естественно, это и разрешение других жилищных проблем. Здесь на новом районе и в городе в целом очень много людей, которые живут на съемных квартирах. Да. Именно поэтому мы заложили в свою программу пункт, который обеспечит ипотечное кредитование и предоставление жилья для тех, кто в этом нуждается. На сегодняшний день только 60 миллионов рублей заложено в бюджет на это. Мы, естественно, расширим эти возможности, увеличим, и форма такая появится, как я уже говорил выше, ипотечное кредитование. Почему? Потому что люди, которые сегодня живут на съемном жилье, они и будут иметь возможность не платить за аренду, а платить уже за собственную квартиру, выкупать потихонечку свое государство. Это же намного лучше, чем просто платить за аренду, когда квартира будет уже принадлежать вам, а вы просто помесячно погашаете задолженность перед государством. Очень многие желают по этой программе получать жилье. И мы обязательно это все возобновим. Вы знаете, каждый раз вообще проезжая это место, я вспоминаю стихи Николая Джонуа. Я дважды крещенный, один раз в купели, потом он продолжает, второй раз крестился, я в ночи кромешной купелью бурлящей была бы места. И вы знаете, я вот всю вот свою жизнь уже сознательную, у меня в войну погибло 4 одноклассника. Вот мне было 18 лет, когда началась война. И я вот, когда уже вот после войны
ну, я не знаю, не бывает, не скажу, что там каждый день, но я очень часто задумываясь над тем, вот, их нету, они сложили головы, они погибли за эту землю, вот, а я живая. Вот если я жива, то для чего-то я жива, для чего-то я осталась жить, а они там. И я вот думаю, вот все те ребята, те, которые прошли, и те, которые сегодня хотят что-то сделать, возглавить нашу страну, повести свой народ к светлому будущему, как бы это ни звучало банально. Вот если не обращаются к этому, к тому, вот этот вопрос сами себе не задают, почему я здесь, а не там, а вот я здесь, значит, это для чего-то это нужно. Вы задаете себе такой вопрос? Свобода и независимость нам достались тяжелой жертвой, которую принес абхазский народ. Другие страны постсоветского пространства, они получили независимость просто в ходе разделения Советского Союза. Нам же пришлось пролить кровь лучших сыновей и дочерей нашего народа. Поэтому та утрата, которую мы понесли, это жертва, которую понес наш народ, она никогда не должна быть забыта. А для чего они все воевали? Для того, чтобы наш народ жил хорошо, для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы у нас было современное, свободное государство, для того, чтобы граждане нашей страны оставались свободными, для того, чтобы культура, обычаи нашего народа развивались. Для чего вообще нужно нам наше государство? Потому что это единственное место на земле, где абхазский народ может себя реализовать. Мы, в отличие от других народов, в отрыве от своей земли родной развиваться не можем. Это исключено. Поэтому они своей жизнью защитили эту землю. Но они защищали эту землю, отдавали свои жизни не для того, чтобы какие-то коррупционеры богатели, а народ оставался в нищете. Они отдавали свою жизнь для того, чтобы каждый гражданин Абхазии жил хорошо. Наша задача, всех тех, кто занимается политикой, занимается государственной службой, всех тех, кто занимается общественной деятельностью, приближать наш народ к этой цели, ради которой они сложили голову. Сегодня стало легко говорить о том, что мы готовы поделиться частью суверенитета, там, в чего-то уступить, какие-то земли отдать. А ты, когда говоришь о таких вещах, ты что сделал для того, чтобы этот суверенитет был? Ты сделал хоть что-либо для того, чтобы у нас было независимое государство? Как можно вообще такие вещи говорить? Это кощунство. Это кощунство в отношении, в первую очередь, тех, кто отдал свои жизни. Отдали свои жизни не только эти ребята, которые во время войны. Многие поколения нашего народа отдавали свою жизнь за то, чтобы абхазский народ жил на этой земле. Поэтому, когда так легко начинают разбрасываться нашими землями, подписывать соглашения, которые лишают нас будущего, они как минимум потеряли связь со своими предками. Они как минимум не оценивают ту жертву, которую принес наш народ. У нас здесь в Абхазии есть все для того, чтобы каждый гражданин жил достойно. У нас все для этого. Перестать надо воровать, перестать надо грабить свою страну, относиться к своей стране как к какой-то чужой стране, как к какому-то объекту личного обогащения. И все поменяется. И все поменяется за довольно короткий период времени. Народ, который забывает свою историю, вынужден будет ее повторить. Это законы истории, это не я придумал, это везде так. Надо свою историю внимательно изучать, через что мы прошли, и то, что мы имеем, надо ценить. Вот не потеряв это, а ценить это большая мудрость. А наш народ мудрый. Я уверен, что все больше и больше с каждым днем осознание приводит нас к этому. Вы знаете, мне кажется, что вообще в последнее время вот такой вот спрос, конкретно такой спрос на сильного, крепкого лидера. Давно уже. Ну, вас, мне кажется, все-таки отличает от других. Это то, что вы человек самостоятельный. Вы сами стоите на почве, на платформе именно своих убеждений, своих ценностей. Готовы ли вы и дальше проводить именно вот эту вот мысль своего как политика? Конечно, как лидера? готов. Вообще это общемировой сейчас тренд, запрос на сильных лидеров, потому что мы видим, к чему приводят
когда приходят к власти люди не самостоятельные, когда люди приходят те, которые под диктовку каких-то сил выполняют те или иные задания. И в Абхазии за последний период времени мы это наблюдали. Конечно, это пагубный путь. В руководстве страны должны быть люди самостоятельные. А как может быть человек самостоятельный, если даже в период предвыборной кампании за ним стоят миллиарды, потраченные миллиарды рублей за этот период времени? Вот даже в выборной кампании мы все наблюдаем, как на отдельных кандидатов тратятся огромные ресурсы, огромные средства. Что завтра это все, счет за это все предъявлен не будет? Естественно, будет. И мы все это понимаем, кто за кем стоит. За нашей командой стоит только наша идеология и наш народ, и интересы нашего народа. Сейчас все в руках нашего народа. И 1 марта именно наш народ будет определять свою судьбу. И хочу вам сказать одну вещь, в которой я абсолютно убежден. Может быть, это звучит страшно, но 1 марта это выборы, которые определят нашу судьбу. Может так сложиться, что это будут последние выборы президента, где абхазский народ будет определять свою судьбу. Я призываю всех граждан внимательно прислушаться к моим словам и сделать осознанный выбор. Очень важно оценить ситуацию, очень важно понять, если мы один раз, как абхазский народ, допустим прецедент того, что нам назначили президента, запугав отдельную этническую часть Абхазии, включив в административный ресурс огромные деньги и так далее, если один раз вот это пройдет, уверяю вас, завтра на повестку станут куда более худшие вопросы, которые сделают жизнь нашего народа намного хуже и сложнее. Нельзя этого допускать. Ни в коем случае нельзя этого допускать. Это все, знаете, вот эта вот пыль, которая сегодня нам в глаза брошена, как будто никаких проблем и не было. Тогда спрашивается, задается вопрос, а почему все эти годы мы сидели без электричества с верными отключениями? Почему тогда эти вопросы не решили? Почему 2 года назад эти автобусы не привезли? Мы же понимаем, для чего это делается. И это все закончится на 2-й день после выборов. А счет предъявлен будет тому, для кого, ради кого это делалось. И этот счет оплачивать будем мы все, граждане Абхазии. Мы со своей стороны, Рада, сделали все возможное. Мы выдержали натиск, мы выдержали угрозы. Я вам говорил, что угрозы уже пошли в адрес и моей семьи. Мы это все выдержали, мы все это открыто говорим, не боясь проблем, не боясь того, что кого-то лишат гражданства и так далее. Мы это все сделали. Теперь наша судьба в руках наших граждан. И если мы сделаем ошибку, то обвинять уже будет некого. Вот это я хочу, чтобы вот этот посыл, главный посыл, дошел для каждого гражданина Абхазии. Несмотря на всю эту грязь, несмотря на все это давление и провокации, абхазский народ покажет всему миру, что он способен сам определять свою судьбу.